Вот в этом полуразвалившемся доме живет семья Яндиевых в Зязиковюрте. В семье 6 детей, один из которых болеет онкологией. Весь дом держится на хозяйке дома Томе. Мужа не стало около 10 лет назад. Ютиться приходится вот в таких, в прямом смысле, нечеловеческих условиях. Да еще за это жилье необходимо платить аренду. Летом 5000, зимой 7. В селе знают о тяжелом положении семьи и искренне рады, что им оказали помощь. Здесь действительно местных батареек, халбах, ага, что дохка улукуда, делу хичахуги, да хат окейшна сельдана сяфонди бол, окейшна лилду жахама, мы массар. 10 соток земли. Долгое время этот участок был единственным достоянием семьи. После событий осени 92 года Яндиевы скитались по съемным квартирам. А сейчас при поддержке фонда у них появился, собственно, трехкомнатный щитовой дом. Женщина обратилась в солидарность с просьбой о помощи. Эта просьба не осталась без ответа. Мои дети сегодня, как говорится, имеют крышу над головой. У нас этого не было. Сколько мы скитались, бегали туда-сюда, просили, все пороги отбивали. У нас нигде ничего не получалось. Я по случайности узнала, что есть такая солидарность организации, и я решила в эту организацию позвонить. Я позвонила, мне сказали: хорошо, мы приедем, посмотрим. Если есть земельный участок, мы вам это сделаем. Я сказала, что у меня участок есть, мне его дали. Ну, вот так вот. Приехали ребята, посмотрели, все сделали. А семья Икажевых из Икажева раньше проживала у родственников. Было очень тяжело, вспоминает Зухра. Ведь тогда в 3 комнатах жили 12 человек. 5 лет назад семья поставила щитовой домик и переехала жить на свой участок. Но начать строительство дома никак не получалось. Худо-бедно, залезая в долги, строить все же начали, а затраты на крышу взял на себя фонд «Солидарность». Благодаря чему уже в этом году Икажевы смогут переехать в новый дом и отметить новоселье. Халдетта македа цэцэнэш гэнгэшт бяхка цэнэш тотал бано ослды янч агады яхарсу хабяхка шималю материал хайян масне гаргулчарышт оно ослды ататларас дэряс халцан азынган. Обратиться в фонд «Солидарность» может каждый, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, и ему обязательно помогут. Но предварительно придется пройти ряд проверок. Для этого в фонде работает специальная комиссия, которая исключает случаи мошенничества со стороны обращающихся. Фонд обращается к нам каждый день. Мы выезжаем по очередности, смотрим, анализируем. Часто бывает так, что обращаются люди, которые вообще не нуждаются ни в чем. Просто авось повезет так, вот так обращаются. Часто бывают такие случаи, каждый день почти. Если мы берем в день на выезд 5 адресов, из них 2-3 адреса бывают такие, которые вообще не нуждаются. На учете у фонда свыше 1500 семей, но в первую очередь помощь оказывают тем, кто в ней остро нуждается. И удается это сделать за счет средств неравнодушных жителей республики. Помогает фонду в его богоугодном деле все желающие, например, главы муниципальных образований, да и все те, кто занимает в республике руководящие должности, перечисляют на счет фонда свою однодневную заработную плату. Нередки случаи, когда анонимные меценаты присылают в фонд большие суммы. Словом, оказать посильную помощь через фонд «Солидарность» своим землякам сможет любой, у кого возникло такое желание. Светлана Томова, Хаваш Гойгов. Новости 24.